Супруга Серикжана Беляша, выступавшего за освобождение этнических казахов, находящихся в китайских концентрационных лагерях, обратилась к мировому сообществу с просьбой спасти ее мужа, так как его жизни угрожает опасность. По сообщениям Bitter Winter, супруга Серикжана Лейла Адильжан опасается, что ее мужа, находящегося под домашним арестом, тайно сошлют в Китай, где он может исчезнуть. Вместе с этим Лейла Адильжан сообщила, что адвокат ее мужа Айман Умарова обратилась за помощью в ООН и международные организации по защите прав человека. Китай увеличил военное присутствие на границе с Гонконгом, что было очевидно с самого начала протестов. По сообщениям китайских источников, в район большого стадиона в Шэньцзяне были стянуты тысячи китайских военных, большое количество бронетехники и транспортных средств. Выступивший с заявлением по данному вопросу глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш сделал следующее заявление. Китай хочет сделать Гонконг вторым Восточным Туркестаном. В последнее время правительство Китая все чаще заявляет, что демонстранты являются террористами, которых следует проучить с помощью железного кулака. Данное заявление является предвестником репрессий, которые Китай планирует учинить в Гонконге. Я призываю мировое сообщество осудить бесчинство Китая. В столкновении, произошедшем на контрольной линии в Джамму-Кашмире, вместе с 2 мирными жителями погибло 5 индийских и 3 пакистанских солдата. Согласно сообщениям пакистанских СМИ, армия Пакистана заявила, что открыла ответный огонь по индийским позициям, начавшим перестрелку, что привело к гибели военных в поселке Лиепа. В результате огня, открытого из минометов со стороны индийских пограничников, в поселке Пунч погибло 2 пакистанцев. Сегодня администрация Гибралтара подтвердила сообщение о том, что иранский нефтяной танкер будет выпущен. Однако Министерство обороны США обратилось в суд для задержания иранского танкера, захваченного Гибралтаром из-за транспортировки нефти в Сирию. Судья Энтони Дадли сообщил, что выпуск судна был отложен для оценки заявления США. После того, как Индия отменила автономный статус Кашмира, Китай потребовал от Совета Безопасности ООН провести срочное собрание по данному вопросу. Согласно дипломатическим источникам, встреча, которая пройдет в виде закрытого заседания, состоится сегодня. Также Пакистан направил 3 письма в ООН с обращением принять необходимые меры для решения данного вопроса.